Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики. Добро пожаловать, добро пожаловать на наш эфир. Надеюсь, что вы сегодня с хорошим настроением все собрались. Я очень верю в том, что этот год для вас был особенный, этот год был для вас удачный. Можно сказать, этот год был для вас счастливый год, что в этом году вы сделали много хорошего. Я верю в этом, что у вас большие достижения были в этом году. И теперь нам нужно будет с вами говорить, как ставить цели на следующий год. Следующий год очень важный год. Я верю в том, что цели реализуются. Я верю в том, что на что вы настраиваете свое сознание, то и получаете. Годы моей жизни меня научили этому. И буду рассказывать обычно, как я это делаю, и как во всей нашей компании мы сейчас в данный момент это делали. Недавно мы провели стратегическое собрание, стратегическая сессия, провели итоги года по нашего холдинга. В Таджикистане мы собрали все руководители наших бизнес-единиц. У нас в данный момент 27 организаций. 3 из них занимаются социальными делами, один из них благотворительный фонд, другой из них Дом знаний, это занимается, так как Хоней Дониш, у нас там Дом знаний, это больше, чем, можно сказать, библиотека, но там есть место, где люди могут прийти бесплатно, сидеть читать или прокат брать разные книги об успехе, книги, которые дорогие, и еще разные социальные мероприятия мы проводим в этих местах. Поэтому у нас, в общем, 3 у нас есть организации, которые занимается, третья, это занимается, то есть ассоциация, которая сельхозпродукт, то есть ассоциация производителей сельхозпродуктов Таджикистана, это тоже социальный проект, который изучает рынок, помогает фермерам, консультирует, нанимает сильных агрономов и так далее, и так далее. Вот, дорогие мои, и 24 наши бизнеса, которые есть. Было собрание, мы недавно провели это собрание и провели итог года, и теперь и составили планы цели на 2022 год. Сегодня я хочу несколько важных вещей говорить о том, как планировать свой следующий год. Вообще, Новый год именно этим закрепляет вас, что вы можете как возобновиться или обновляться, что ли, или вести итоги и начинать делать новые шаги для достижения нового развития и так далее. И это очень здорово. Вот. Я хочу вам несколько сначала интересные вещи сказать. Я не знаю, вы верите в том, что судьба существует или нет, везение существует или нет, удача существует или нет. Но я верю в этих вещах. Я реально верю в этих вещах. Откуда я это понял, что они существуют? Если вы внимательно анализируете, вы поймете их. Но тут речь не в том, что сидит, говорит, вот кому-то повезло, а мне меньше повезло. Вот кто-то благословлен, а я как-то меньше благословлен. Сейчас речь не об этом, дорогие мои, сейчас речь не об этом. На самом деле я хочу сказать, что везет тому, кто сам себя ведет. И внимание обратите, везет тому, кто сам себя ведет. Я заметил, что когда человек готовится, когда человек психологически готовится, когда человек духовно готовится, когда человек эмоционально готовится, а вы знаете, его повезет. Ему реально повезет. Вы знаете, когда человек, можно сказать, профессионально готовится. Все должно быть у вас. Я, например, видел людей, которые, у них были возможности, у них были шансы, жизнь давали им возможность, но они эти возможности не могли использовать, потому что они профессионально не были готовы. Или были по-другому. Были люди, которые, возможно, знания имели, но у них не хватало духовного интеллекта, у них не хватало моральной ценности, у них вот этого не было. Понимаете? У них терпения не хватало. А они от того, что эмоционально не были готовы, терпения не хватало дойти до конца. Они на полпути бросали, и, соответственно, они проиграли. Такое тоже было. Я много такого видел, на самом деле. Вот. Сейчас я попробую в Инстаграме чуть-чуть отключить комментарии, чтобы они вам не отвлекали друг друга. Потом я включу
для вопроса-ответа, и на все вопросы отвечу, ребят. Хорошо? На все вопросы ответьте, причем чуть-чуть вот так сделаю, потом отвечу на все вопросы. Вот, параллельно у нас идет YouTube-канале, идет Инстаграме, поэтому так. Вот. Теперь внимание обратите. Первое, что я хочу, чтобы мы с вами осознавали, это что везение есть, удача есть, но везет тому, кто сам себя ведет, кто эмоционально готов, кто психологически готов, кто, можно сказать, профессионально готов, кто духовно готов и так далее. Вот это действительно так есть. Хорошо? Это первое, что я хочу сказать. Теперь внимание. Второе. Священные книги, неважно какой у вас религии, священные книги анализируйте, во всем из них говорится о том, что якобы судьба человека пишется еще до его рождения. Я мусульманин, и в Коране прочитал, тафсир Корана прочитал, что там было написано, что судьба человека пишется, когда ребенку еще 120 дней выполняется. То есть это когда ребенку дается душа, он начинает шевелиться. Так, да, скажем, да, вот в этот момент, это 4 месяца, да, скажем, все женщины знают об этом, что тогда, когда ребенок начинает, что уже активности проявлять в утробе матери, именно вот тогда, оказывается, Всевышний дает, что когда вот ангел приходит и дает жизнь. И тафсир Корана я прочитал, что там было написано, что 4 вещи дается. 4 вещи. Первый из них дается, расписано, сколько лет этот человек будет жить. То есть годы уже дано. Кому-то дано столько, кому-то дано столько и так далее, и так далее. Столько лет жизни уже дано, получается. А второе, дается его удел. Это его риск, его удел, чтобы он в эти годы мог бы жить. Он же должен жить. Но вот это теперь, представьте, годы жизни дано, удел дано. Теперь к третьему дано его талант. Дано его талант, его скажем это, да, именно тот, можно сказать, Богом дано, сила, Богом дано талант, который, используя этот талант, он может найти это свой удел. Потому что Бог нам давал риск, удел давал, но Он дал это через труд, через трудоспособность. И надо трудиться, чтобы его брать. Просто так даром ты его не получишь и так далее. И четвертый, соответственно, это будет ли у тебя детей и счастье и так далее, и так далее. Потому что руками эти вещи не делаешь. Теперь, внимание, обратите, я анализировал и думал, исходя из этого, интересная вещь. 3 важные вывода сделал из этого, и хочу делиться с вами эти выводы. Первый такой, что говорится, что ангел приходит и пишет судьбу. То есть, получается, иногда говорят, вот, наверное, у него на лбу написано, или что-то такое. Так говорят же, правильно? Вы слышали, наверное, такие фразы. На самом деле так говорят. Теперь, внимание, обратите, получается так. Я сидел, думал, это же подсказка. Это очень хорошая подсказка для мудрого человека. Это крутая подсказка для тех, кто понимает. Получается, что человек может вот это кончиком ручка сам, планируя свое будущее, понимаете, планируя. Вы не можете годы жизни увеличить, сократить, это Богом дано, определено. Но вы качество жизни повлияете конкретно. Вы представляете, вы круто можете повлиять на качество своей жизни. Это, другими словами, этот год все равно пройдет. Если Аллах давал нам жизнь, Бог нам давал жизнь, она все равно пройдет. А вот качество, как провести этот год, зависит только от каждого человека самой. От вас самих зависит качество жизни, которую вы проживаете. И вот я думал, это крутая подсказка. Значит, получается, если давайте посмотрим этот мир, в котором мы с вами живем, телефоны, которые используем, одежда, которую носим, дома, в которых живем, машины, которые ездим, самолеты, которые летаем, это все когда-то было мысли, которые приведены на бумаге, а потом реализовались в реальности. Вы внимание обратите, да? Необычно получается. Очень-очень необычно получается. Вот. Получается, что если анализируете, вы видите, что в нашей жизни все появляется трижды. Все появляется трижды. Сначала она появляется в голове в виде идеи, в виде мысли, в виде намерения, в виде видения. То есть вы видите далеко, видение появляется. Понимаете?
А второе, потом можете ли вы эту мысль принести на бумаге, как в виде цель, как в виде проект, как в виде план. И третье – это реальность. Пожалуйста, напишите это для себя, отметьте это для себя как важный урок, что все в нашей жизни появляется трижды. Сначала она появляется в голове, как в виде идея или как в виде мысли, а потом она появляется как в виде план, то есть это как в виде, можно сказать, проект на бумаге, а потом появляется в реальности. Другими словами, я хочу сказать, что только те идеи, которые вы смогли принести на бумаге, они начинают жить. Только те мысли, которые вы смогли проектировать на бумаге, они начинают реализоваться. Те мысли, которые вы не принесли на бумаге, те идеи, которые вы не принесли на бумаге, она рассеивается, забывается и все. Вы его забудете. Очень важную роль играет, чтобы вот эту подсказку человек понимал, осознавал. И этим я что хочу сказать, что любая мысль, которую вы принесете на бумаге, она начинает жить. Любая идея, которую принесете на бумаге, она начинает жить. Вот это очень-очень крутая философия и крутой инсайт. Люди, которые это понимают, они достигают. Давайте теперь формулу посмотрим. Я думаю, что я мог вам передавать эту идею. Почему необходимо на бумаге все писать? Вот, внимание обратите. Теперь формула такова. Я ни разу не видел ни одного ребенка, который говорил бы, я мечтаю бедно жить. Я ни разу не видел ни одного ребенка, который сказал бы, я мечтаю там вырасти, стать неудачником. Скорее, вы тоже не видели. Я не верю, что вы видите где-то-нибудь людей, которые мечтают, я вырасту, стану неудачником. Я этому не верю. Скорее, вы видите постоянно детей, которые говорят, я вырасту, стану известным, стану успешным, стану богатым и так далее, и так далее. Они мечтают об этом. Мы ни разу не видели людей, которые говорили бы, что я вырасту, стану неудачником или бедным. Мы ни разу не видели. Я точно не видел. Теперь внимание обратите. А теперь посмотрите. Но в взрослой жизни реализованных людей много или нереализованных? Очень много нереализованных. А что становится причиной, что большинство людей не реализованы? А потому что они не могут определиться, что хотят от жизни. Если человек точно не знает, что хочет от жизни, его жизнь просто пройдет так, как получается. Давайте себе задайте вопрос. Большинство людей живут так, как мечтают, или как получается? Скорее всего, большинство живут так, как получается. Почему так происходит в их жизни? Хотя они мечтают, хотя они мечтали вырасти, добиться большего. Почему так происходит? Причина в том, что люди, они не знают свою жизнь, что принести. Большинство людей, оказывается, не умеют ставить цели. Они не знают, как пережить свою жизнь. Хотя они хотят быть успешными. Теперь внимание обратите. Самым первым возникает желание. Желание богато жить, желание состоятельно жить, желание счастливым быть, желание быть любимая жена, любимый муж, можно сказать, там, известным и так далее, и так далее, и так далее. Желание. Но желание, она не всегда реализуется. Давайте, если у вас есть ручка и бумага, пишите, первый пункт – это желание. То есть желание является импульсом, источником, который подталкивает. Потому что без желания ничего не будет. Без желания абсолютно ничего не происходит в вашей жизни. Давайте поговорим так. Если желания нету, даже знания не работают. Если у человека не будет желания самому что-то сделать, сколько бы вы ни говорите, он ничего не достигает. Понимаете? Человека, у которого нет желания, его вектор направления, она вниз. Наверное, вы видели людей, которые постоянно жалуются, постоянно депрессии, постоянно, можно сказать, они недовольны.
это означает, что вектор направления их жизни вниз. А если вектор направления вниз, если вы пытаетесь этому человеку помочь, он вас тащит вниз. Что бы вы ни говорите, он найдет тысячи оправданий, чтобы отвергнуть вашу помощь. Тысячи, понимаете, оправданий, чтобы просто... Он найдет огромное количество оправданий, чтобы просто игнорировать вашу помощь. Если вы ему говорите, что открывай свой бизнес, он говорит, что кризиса нельзя, невозможно. Если вы говорите, что хорошо планирует свои цели, он говорит, если Бог не дал, ничего не будет. Он найдет тысячи оправданий, понимаете? Если вы говорите, тебе повезло, поэтому ты так легко говоришь. Был бы ты у тебя мои положения, я тебе посмотрел бы. Если ему говорите, хорошо, создай тогда карьеру, он говорит, нет, сейчас в данный момент нету таких справедливых людей, которые тебя поддерживают. Он найдет тысячи оправданий, чтобы отвергнуть в ваши руки помощь. Потому что у него вектор направления вниз. Вы можете помочь только тому человеку, у которого есть желание. Вектор направления вверх. Потому что он стремится вверх. А вы чуть-чуть толкаете, он растет. Вы поддерживая его руку помощи, отдавая его легко можете вытащить. А у кого вектор направления вниз, его намерение, его сознание фокусировано на все плохое. Поэтому источник все, от чего начинается, это ваше желание. Желание изменить свою жизнь, желание улучшить свою фигуру, желание улучшить свои отношения, желание утраивать свой доход, желание раскрыть свой талант, желание перебороть свои отрицательные привычки, желание, можно сказать, изменить положение своей собственной жизни. Качество своей жизни, условия своей жилья и так далее, и так далее, и так далее. Желание – отправная точка. Без желания ничего не будет. Но, внимание обратите, чтобы вы меня поняли, даже знание не работает, когда нет желания. Как убрать свою комнату? Разве он не знает, как убрать свою комнату? Да он прекрасно знает. Например, некоторые из нас точно знают, что заниматься спортом полезно. Многие из нас знают, что кредитом брать вредно. Многие из нас понимают, что некоторые вещи то законы запрещают, то религии запрещают, то человеческий мораль запрещает. Но люди идут и делают. К сожалению, это так. Я прихожу к пониманию, что, вы понимаете, даже знание не помогает, когда нет желания. Вы точно знаете, что, например, изучение языков перед вами открывает новые возможности. Сохранение денег, она реально принесет тебе больший успех на длительном сроке и так далее. Разве вы все свои знания даже практикуете? Когда люди переходят ко мне, я им задаю так: у тебя насколько желание велика, насколько ты реально хочешь чего-то реально изменить, реально добиться. Насколько хватает у тебя, если у тебя желание сильно, тебе хватает терпения и воли дольше дойти до конца. Вот, поэтому импульсная, вот отправная точка – это желание. Но желание надо превращать в мечту. Мечта, которая тебе больно, если ты не достигаешь это. Мечта, которая имеет страсть. Мечта, которая имеет надежда. Мечта – это очень важно. Понимаете? Мечта очень-очень важна. Знаете, человек, который живет без мечты, он подсознательно уже ставит себе крест. Человек, который живет с мечтой, он ищет возможности. Человек, который у него есть мечта, он живет в своих мечтах, у него положительная энергетика, положительные эмоции. И самое важное, у него есть надежда. У кого есть мечта, у него есть надежда. А у кого есть надежда, у него есть духовности. В пессимизме нету духовности, а надежде есть духовности. Теперь мечта. Мечта это, например, когда я мечтаю быть счастливой, я мечтаю быть счастливой, я мечтаю быть состоятельным, богатым, я мечтаю стать хорошим отцом. Но вот эту мечту, внимание, вот эту мечту надо превращать в цель. Это третий шаг. Вот эту мечту надо превращать в цель.
чтобы эту мечту превращать в цель. А чем отличается мечта от цель? Вот в этом зоне, оказывается, огромное количество людей теряет свою, можно сказать, свою мечту, не могут превращать в цель, они теряют его. Они продолжают мечтать. Они продолжают мечтать, а мечта, она находится в зоне бездействия. То есть ты не знаешь, что делать, ты только сидишь, воображаешь, мечтаешь, ждешь. Ты пассивный. Другими словами, от тебя не идет то есть, действие. Ты просто ждешь удобный случай. Если вдруг кто-то подарит тебе билет на кино, это хорошо, пошел кино. Но ты мечтаешь о кино, ждешь. А если кто-то не подарил, говоришь, ой, не судьба. Просто мечта, внимание обрати, зона бездействия. Ты просто бездействуешь, ты ждешь, ты пассивный. Но когда ты его превращаешь в цель, цель находится в зоне действия. Пожалуйста, внимание. Мечта – зона бездействия, цель – зона действия. Теперь мечта в зоне комфорта, а цель – зона дискомфорта. А дискомфорт не все любят. Цель, она всегда точка, зона дискомфорта. Теперь внимание. Мечта не дает изменения, она вдохновение дает. Мечта дает вдохновение. А вот цель дает изменение. Потому что изменение происходит там, где есть действие. Где нет изменений, там происходит бездействие. Любой параметр вашей жизни, где нет изменений, значит, вы там бездействуете. Если вы давно хотите там, не знаю, привести фигуру в порядок, если вы давно хотите свое здоровье привести в порядок, если вы давно хотите, значит, по отношению это параметры своей жизни бездействуете, поэтому нет изменений. Повторяю, где нет изменений, там происходит бездействие. Поэтому нет изменений. Вот. Теперь внимание. Следующая важная вещь. Мечта, она вдохновляет, но психологически тебе не причиняет боль. А поскольку цель приводит к изменению, а любое изменение, любой рост, она болезненна. Любой рост, любой духовный, моральный, физическое развитие, она болезненна. Она требует усидчивость, она требует воля, она требует характер, она требует дисциплина. Она реально требует дисциплина. Я сейчас, ребята, я хочу, чтобы вы четко глубину это все усваивали, и потом дам технология постановка цели. Сначала должно быть понимание. Видите, почему люди постоянно цели не ставят, чтобы не работать, чтобы развитие было? Потому что это болезненно, это больно, это требует воля, требует сильный характер, выносливость и так далее. А способны ли люди на это? Конечно, способны. Просто, скорее всего, либо кто-то что-то не понял. Поэтому. А если поймет, как это делать, сразу двигается вперед. Поэтому, внимание обратите. Вот, теперь, мечта, она неизмерима. Основная проблема, почему мечта с ускоренным темпе не реализуется, она неизмерима. Цель, она измерима. Слово измеримо, я имею в виду измеримо по объемам, по цифрам, по количествам, по срокам. Цель, она определена по срокам, она измерима. Не знаю, либо процентом. Чем больше параметры измеримости, тем легче достигать эту цель. Я повторяю, чем больше параметры измеримости,
тем легче достигать эту цель. Уловили? Вот это очень-очень-очень важно понять. Вот. Поэтому, когда мы мечту превращаем в цель, надо побольше параметры создать измеримости. Больше параметры. Создавать разные измеримости. И тогда вы его гарантированно достигаете. Теперь смотрите. Потом цель надо превращать в план. Цель надо превращать в план. А план надо превращать в задачи. Мелкие задачи. Теперь давайте весь алгоритм. Желание превращаем в мечту, мечту превращаем в цель, цель превращаем в план, план превращаем в задачи. Все. Как? Теперь мы это делаем. Самый основной барьер – это где мечту превращать в цель. 5 параметров используйте, когда вы пишете цель. 5 параметров. Первый – измеримость, либо по суммам, либо по процентам, либо по количествам, либо по объемам, либо по, не знаю, метраж и так далее. Второе. Срок. Обязательно ставьте срок. Если вы не определяете срок, ваш мозг воспринимает это, как будто еще время есть. И у вас внутри подключается синдром студента. Помните студент, как мы привыкли же, мы же были студенты же. Синдром студента как работает? Все тянет на последний день, перед экзаменом. Студентам всегда не хватает одну ночь. Еще одну ночь был бы, я успел бы готовиться. Поэтому срок должно быть определено. Возможно, в вашей жизни были такие ситуации, когда вы, в вашей жизни, скорее всего, были такие ситуации, когда вы хоть разу в жизни, это дело долго тянулось, вы вот сделаю, как-то тянули. Потом какой-то момент, вы приняли решение, все, в конце концов, я вот в эту неделю завершу это дело. Как вы приняли решение, вы в неделю сделали то, что, может быть, полгода тянули. Или иногда, может быть, за месяц сделали то, что с год тянули. А почему? Потому что ваш мозг определил. Мозг конкретно определил. Вот и срок поставил. Поэтому срок очень большую роль играет. Третья вещь это уже цель должно быть конкретика. Конкретно должно быть. Если вы говорите, я хочу зарабатывать 10 тысяч долларов, должно быть конкретика именно в каком области. Вы что, воду продавать будете? Вы что будете делать? Услугу продавать будете? Одежду продавать будете? Или вы зарплату хотите поднимать? Должно быть конкретика. Мозг, когда не конкретно, он не понимает. Ваш мозг реализует только тогда эту цель, когда конкретно ему понятно языком. Алгоритм, когда ему понятно. Ваша душа мечтает, но мозг должен понять, чтобы это логично реализовать. Способы придумать, как это делать. Конкретика. Четвертое, она должна быть реальная. Должно быть реально. Что значит должна быть реально? А что это означает? Что ваш мозг должен это воспринимать как реальным. Пожалуйста, внимание обратите. Очень важная вещь, то, что вы должны осознать для себя. Пожалуйста, отметьте себе вот это факт. Вы достигаете только те цели. Я повторяю, вы достигаете только те цели, которые считаете реальными. Уловили? Вы можете достигать только те цели, которые считаете себя реальными. Ваш мозг видит возможности, которые считают себя реальными. У кого из вас бывало случай, что вы кому-то, своим друзьям, или родственникам, или братьям, сестрам рассказали о какой-то возможности, а они тупо игнорировали вас. И наоборот, ваши пытались вас остановить, пытались вас внушать, что это все ерунда, это все не работает, зря ты это все делаешь и так далее. А потом вы видели, что кто-то сделал. И вы думали, надо же, зачем я посоветовался с ними?
У вас, скорее всего, были такой случай хоть разу в жизни. Понимаете? Получается, что вы говорили кому-то, но тот человек, поскольку его мозг не видит этой возможности, соответственно, он игнорировал все это. Помните, все, что человек не понимает, он игнорирует. Все, что человек не способен понять, он отрицает. Он просто тупо отрицает. Потому что, понимаете, игнорировать, для этого не надо же трудиться, для этого же не надо напрягать свой мозг. Игнорировать, жаловаться, быть пессимистом и, знаете, все хаять. Но для этого не надо никакой творческой энергии, большого ума не надо. Любой человек способен на это. Поэтому большинство выбирает вот этого. Я повторяю, значит, цель должна быть реальными. Это означает, что вы видите те возможности, которые, можно сказать, считаете для себя реальными. И ваш мозг могут придумать план развития и могут достигать только те цели, которые вы считаете себя реальными. Теперь пара слов по реальности. По реальности. Например, если вы сейчас зарабатываете $1000, сразу ставите, что через год ставить цель, через месяц, например, вы сейчас зарабатываете в месяц $1000, но вы ставите перед собой цель в следующий месяц зарабатывать сразу $10 000. Эта цель реальна? Он реальный, но только срок нереальный. Если вы ставите, например, если вы сейчас $1000 зарабатываете, ставите цель через месяц зарабатывать 1200 или 1500, возможно, это как-то более ближе к реальности. Но если вы сразу ставите $1000, сразу, ой, $10 000, я гарантию дам, это нереально. Нереально в сроке, а через пару лет это реально. Да, через пару лет это реально. Другими словами, спортсмен, который ходит в тренажер, да, он поднимает 30 килограмм. Если он сразу ставит цель через неделю поднимать 200 килограмм, это нереально. Это, наоборот, навредит его. Теперь вот давайте здесь одну очень большой акцент делаем. Дело в том, что большинство людей именно здесь сломается. Почему сломается? Они начнут думать, что это не работает. Потому что они ставят цели, которые по срокам нереальны. А потом, когда это не реализуется, когда это не происходит, они бросают все. Они говорят, это, оказывается, не работает. Но они не могут понять, что нет, это работает, если ты делаешь правильные вещи. Это работает. Поэтому, когда мы будем говорить о постановке цели, не хочу, чтобы вы эту ошибку допустили. Пятая вещь. Значит, четвертый показатель – это реальность. Цель должен быть реальными. Вы должны это чувствовать, что это реально. Вот это очень важная вещь. А если вы бизнесмен, у вас есть команда, помните, что ваша команда способна достигать только те цели, которые они считают реальными. Если вы сильный руководитель, ваш энтузиазм, ваш харизм, вам надо донести до них, чтобы они поняли реальность этой цели. Пятая вещь. Это самая ключевая вещь, это пятая. Причина. Причина должна быть очень сильна. Очень-очень сильна. Что такое причина? Причина – это зачем вам это надо. Смысл. Смысл в чем? Например, вы говорите, я хочу, мой цель зарабатывать $100 000 до конца года 2022 года. Например. А зачем? Причина. Нужна весомая причина. Когда причина весомая, когда причина для вас важная, вот тогда Бог даст, иншаллах, вы однозначно это достигаете. Почему? Вот внимание обратите. Почему? Когда вы, вот эта причина весомая, когда причина сильная, у вас внутренняя мотивация очень сильна. У вас внутреннее вдохновение очень сильно. Я могу уверенно сказать, что если причина сильна, вы никогда не сдадитесь. Никогда.
Будут трудности, будут ошибки, будут сложности, но вы будете пережить все. Это правда. Потому что причина сильна. Я однажды, когда консультировался с Ричардом Брэнсоном, это же миллиардер. На тот момент у меня было 12 компаний. Я замучился, было очень много у меня проблем. Из этих 12 компаний, 3 из них в непонятном состоянии были. Еще 3 из них давали прибыль, 6 из них были в стадии зарождения, формирования и так далее. То команда не хватало, то денег не хватало. Я просто замучился. Я тогда видел, что у него больше 400 компаний. Я поехал к нему на консультации. Когда мне консультации были, когда ему задавал вопрос, вот как мне построить вот ту компанию, которую могут... Я хочу создать холдинг, который в его есть более 100 компаний, да? Вот этого я хочу создать. И это мой цель и так далее. Я хочу, как вы стали миллиардером, что вы рекомендуете? И знаете, первое, что он ответил? Он сказал, у тебя должна быть очень весомая причина. Причина, почему ты хочешь стать таким. Какая причина? Я тогда очень думал, сильно думал. Это означает, что если у вас есть цель, но у вас есть причина, которая не дает вам уснуть, причина, которая вас вдохновляет, причина, которая вас мотивирует, тогда вы эту цель точно достигаете, Бог даст. Однозначно достигаете. Рано или поздно вы его достигаете. Поэтому причина должна быть очень крутой. Крутой причина. Уловили? Очень крутой причина надо. Вот такой. Понимаете? Вот. Причина, которая мотивирует вас, значима для вас. Теперь люди меня иногда спрашивают, Давлатов, как вы ставите цели или вот такое? Я вам скажу так. И вообще, как вы выбираете направление деятельности? Я скажу вам, направление деятельности я выбираю по 2 показателями. По 2 показателями. Первый, это важно для меня. Это того стоит, чтобы я свою жизнь... Она реально важна для меня. Второе, это полезно для народа и для Бога. Повторяю, важно для меня, полезно для народа, для Бога, для государства и для других. То есть для окружения полезно. Вот это 2 показателя очень сильно помогает выбрать правильное направление. А теперь давайте вернемся, как поставить цели. Хорошо? Значит, делайте так. В этом году давайте начнем с конца. Всегда начните, имея представление, конечный пункт. Всегда начинайте планирование или формирование цели, отталкивая, исходя из, то есть представляя конечный пункт, идеальную картину, в конце, что вы хотите, в самом конце, что вы хотите получать, в самом конце. Начните с этого. То есть начинаем, имея представление о самом конце. Поэтому представьте до конца года, что вы хотите, чтобы было в вашей жизни. И делите на разные параметры. По параметрам делите. Первый параметр. Самый первый параметр. Возьмите ваше здоровье. Ваше здоровье. Какое здоровье хотите иметь в конце года? Это важно. Вы можете его отметить по вашим фигурам, по вашим, не знаю, столько килограмм поднимать, или сколько минут бежать, или чего-то, не знаю. Вот какие-то измеримые показатели. Второе, ваши параметры – это ваши навыки и умения. Сильнейший параметр – это ваши навыки и умения. К концу года, что вы хотите уметь? Что вы хотите знать? Это второй параметр. Представьте, что год жизни прошел, вот, начало года ты был другой человек, конца года каким хочешь быть. Да. Вот. Что ты хочешь уметь, что ты хочешь знать. Например, какие-то языки усваивать, или там какие-то навыки, то есть навыки создать команду, навыки там, не знаю, усваивать какие-то там
программа автоматизация там бизнеса, или что-то там, не знаю, о маркетинге, или что-то и так далее, и так далее, и так далее. Третье. Третье. Это параметр ваш доход. Ваш доход. Какой доход хотите иметь к концу года? Это третий параметр. Какой доход вы хотите иметь к концу года? Вот. Пишите. Цифру пишите. Какой доход хочу иметь к концу года? Я сейчас рассказываю только параметры, ребята. Хорошо? Параметры. По каких направлениях? Пятый параметр. То есть это приобретение. То есть четвертый параметр. Приобретение. Что вы хотите приобрести в этом году? Может быть, машина, может быть, дом и так далее, и так далее. Если вы посмотрите все эти параметры, они влияют на качество вашей жизни. Они реально влияют на качество вашей жизни. Мы хотим, чтобы в этом году у вас были определенные цели, чтобы ваша жизнь, качество вашей жизни стало десятикратно лучше. Поэтому, вот, приобретение, четвертый. Пятый, благотворительности. То есть, сколько я хочу пожертвований заниматься в этом году. Благотворительность реально меняет ваш внутренний мир. Круто меняет ваш внутренний мир. Сколько людям я хочу помогать, или сколько и так. Вот очень важно, что вы писали по благотворительности. Да, пятый параметр – это благотворительность. Например, в благотворительности как можно писать? В этом году, то есть 2020, скажем, 2022 года, такую сумму я пожертвую для инвалидов или для интерната, или для чего-то и так далее, и так далее. Вы пишите сами. Я сейчас по каждой из них еще буду показывать структуру писания цели. Вот. Нужно писать цифру. Это очень круто помогает, ребята. Шестое направление, которое это путешествие. Где я хочу побывать в этом году вместе со своей семьей. Потому что надо укрепить свое счастье. Где я хочу побывать в этом году вместе со своей семьей. Это очень-очень важно. Почему именно вместе со своей семьей? Чтобы укрепить именно ваши отношения, укрепить ваше семейное счастье, закрепить прямо, понимаете? Это очень важная вещь. Вот во все эти параметрах, 6 параметров у вас получилось, и теперь попробуйте написать цели. Хорошо? Сначала пишем цели. У вас, может быть, на каждый параметр появится по 2, по 3 цели. На каждое направление. Появится 2-3. Например, направление доход. Может быть, вот так надо писать. Я пишу так. Пожалуйста, пишите таким образом. В самом начале пишите, чтобы в этом еще была воля Божия. Помните везение удачи? Помните? Я вам сказал, что везение существует, удача существует. Но если вы готовы понять это и использовать. Как я пишу в самом начале? Иншаллах. Мы, мусульмане, так пишем. Иншаллах. А христиане пишут, даст Бог. Я так и пишу. И, например, скажем, вот можете писать так. Иншаллах, в 2022 году мой годовой доход составляет вот столько. Иншаллах, мой годовой доход. И вы пишите, пожалуйста, в каком бизнесе. В бизнесе, например, я пишу обычно так. Иншаллах, мой годовой доход в парфюмерном бизнесе составляет столько. И пишу цифру. А потом внизу пишу причину. Чтобы сделать то-то, 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 то-то. Пожалуйста, именно так пишите. Даст Бог, мой годовой доход, конкретика, в таком-то бизнесе составляет такая сумма, чтобы я сделал то-то, то-то. Могу уверенно сказать, что если вы именно по такой формулировке работаете, Бог даст, вы к концу года будете в шоке, как это работает. Вы сейчас не должны думать о том, у вас это ресурс есть или нет. Вы не должны об этом думать. Вы это полагаете на Всевышнего. Вы это оставьте Ему. Вы должны делать то, что от вас зависит.
Вот это очень важно. Например, скажем, другой ваша цель, это, другой у вас была, какой цель мы говорили? Приобретение. Вы пишите, иншаллах, в 2022 году я куплю себе машина марка такого-такого, чтобы реализовать такую свою мечту и так далее. Пишите, причина обязательно надо указать. Напишите это. И всегда в начале перед своей целью пишите «Даст Бог». За годы моя работа, у меня есть тетрадь. Сейчас я найду свой тетрадь. Хочу показать вам даже. Я покажу сейчас. Мой тетрадь здесь. Эта тетрадь я всегда с собой таскаю даже. Сейчас найду. Вот так я постоянно потом приписываю их. Вот пунктами, видите? Постоянно потом приписываю, постоянно. Потому что, иншаллах, к такому-такому-то дату, вот такой мой бизнес принесет такой прибыль. Иншаллах, к такому-такому дату я закрою такой, может, контракт. И так далее. Я пишу постоянно. Вот они. Я пишу. Без прерыва это делаю. Сначала надо вам, это все писать. Сначала писать. Например, вместе с семьей путешествие. Иншаллах, вы пишите, в марту 2022 году я посещаю там, не знаю, Доминикана. Вместе со своей семьей, чтобы показать своим детям мир. Или иншаллах, или Бог даст Бог, к августу, месяц 2022 году, вместе со своей семьей я посещаю, и пишите там, куда-то там, Тайвань, или куда вы хотите, Америка, или там, куда вы хотите, Байкал, или любой стране, Иссык-Куль, или куда хотите. Вы пишите. Первая вещь начинается. Когда вы пишете цели, помните, 5 показателей надо внимание обратить, чтобы это было реальным. И теперь, эти цели, да, Мальдивы и так далее, эти цели потом формируйте, пожалуйста, план действий. И план действия раскидайте на целый год по месяцам, чтобы у вас была дорожная карта. Вот, чему научиться в этот месяц. Вы, например, написали, что в течение квартала я могу, то есть разговаривать на английском языке, например, или на год, или так далее. Или научиться там, не знаю, наладить диджитал-маркетинг, или наладить там что-то и так далее. Создать команду. Или да, июнь месяц 2022 года я создам команду, которая что? Могут принести такой-то прибыль и так далее. Если вы это все поняли, вот это все, если вы поняли, вам надо уже под него составить план, а план раскидать по месяцам. И самое важное, фокусироваться сначала на усвоении навыки. Вы должны кем-то стать. Вы должны стать другой. Вот, например, прочитать 50 книг, посещать там 200 часов тренинги или что-то такое. Вот это есть план. План. Найти такого наставника. Составляйте план и по него и действуйте. Дорогие мои, вы смотрите временами далеко на свои цели, но действуйте маленькими шагами. Всегда ставьте хороший, классный цель, который вас мотивирует, но достигайте каждый день что-то. Каждый день что-то надо достигать. Я заметил, что когда человек каждый день достигает небольшие цели, маленькие результаты достигает каждый день, это так вдохновляет, что вы даже не представляете. Уловили? Это очень сильно мотивирует. Круто мотивирует. У меня есть тетрадь, где я каждый вечер пишу хотя бы от 5 до 10. От 5 до 10, что я сделал сегодня, то, что приближает меня к цели. Но это надо делать каждый день. От 5 до 10 действий, результаты, которые сделали сегодня, то, что приближает к вашей цели.
Например, прочитал 20 страниц книг, провел 10 встреч, откладывал там $500, или там, скажем, что 2 переговора вел, и так далее, обучал одного продавца, или нанимал одного там менеджера, или там, внедрял новый продукт, разработал что-то, и так далее, и так далее, и так далее. Но помните, ваш успех зависит от того, сколько количества дел вы завершаете в день. В среднем надо хотя бы завершить в день 6 задач. Если вы 6 задач завершаете в день, я могу уверенно сказать, что вы будущий очень-очень успешный человек. Просто 6 задач завершайте в день. Может быть, у вас список там 20 задач. Это не всегда работает. Когда список большой, а вы не успеваете все делать, это демотивирует вас. Два вещи демотивируют вас. Когда вы большой список в день пишете, и ничего не завершается. Второй день опять то же самое. Третий день опять то же самое. И вы мучаетесь то там, то там. Ваш мозг постоянно переключается туда-туда, туда-туда, туда. Вы неэффективны. А когда, скажем, вторая вещь, что вас демотивирует, если вы ставите большой цель, но вы не знаете, как планировать, чтобы к нему приближаться. Когда вы ставите большой цель, скажем, что в год заработать $100 000, но вы не знаете, как разбивать его на маленькие цели, как шаги придумать, к нему добраться. У вас бывали случаи, что вы написали какую-то цель, а эта цель не реализовалась? Скорее всего, были. А вы знаете, почему не реализовалась эта цель? Она не реализовалась не потому, что был цель недостижим или плохой, потому что вы не могли планировать, вы не видели шаги, как до него дойти. Проблема была именно здесь. Поэтому вы не могли шаги расписать. Поэтому, когда вы ставите цель, очень важно по целям разделить. Например, если вы ставили цель, иншаллах, к 2022 году я заработаю, мой годовой доход составляет $100 000, чтобы, там, не знаю, открывать свой бизнес, или там расширять свой бизнес, или что-то делать и так далее. И под него обязательно по цели. Разбить в месяцах, а потом его разбить по неделе. И делать маленькими шагами. Помните, достижение маленькой цели круто вас мотивирует и приближает к вашей цели. И вы превращаетесь в чемпиона. Чемпион каждый день тренирует, чтобы потом выйти и брать титул. Уловили? Вот это есть дух чемпиона. Чемпион станет чемпионом не потому, что мечтает. Чемпион становится чемпионом, потому что он внутри решил и действует. И дисциплина каждый день. Или по-другому эффект капелька вода. Стабильность. Другими словами, мастера отличает от обычных людей то, что мастер неустанно каждый день делает что-то, то, что приближает его к мастерству, и к профессионализму, к чемпиону. Каждый божий день. Хорошо? Значит, на 6 параметрах, пожалуйста, на эти 6 параметрах делайте такую вещь. На каждый из них пишите. Вот как я сейчас только что говорил. Вот, например, даст Бог, до конца 2022 года мой годовой доход составляет столько. А потом точно так же, иншаллах, то есть к май, например, или к апрель 2022 года мой ежемесячный доход видит на такую сумму в таком-то бизнесе. То есть в каком-то конкретный бизнес. Чтобы делать то-то. Например, иншаллах, до конца года 2022 года я делаю такую сумму благотворительность. И пишите сумму. Это очень хорошо помогает вам, иншаллах, это все сделать. Вот. Если вы это все сделаете, вы круто измените свою жизнь, и вы принесете жизнь, свою собственную жизнь и жизнь других людей
много-много новое. Теперь я готов на несколько ваши вопросы ответить. На несколько вопросов отвечу. Сейчас вот так включу комментарии. Инстаграм тоже. Я Инстаграм отключил комментарии. И YouTube не мог отключить, поэтому вот так вышло. Вот. Я, если не успею на все вопросы ответить, не обижайтесь, пожалуйста, хорошо? Вот, вот, ну-ка так. В каком тренинге хорошо научиться финансовой программе? У нас есть, Гвандик, у нас есть такой тренинг, называется «Как убрать финансовый потолок и формировать, то есть управление своей финансовой программой». У нас есть такой тренинг. Постарайтесь, там видеоурок есть. Приобретайте, недорого обойдется вам. И это научит вас управлять своей финансовой программой. Как раз это один из самых лучших вещей, которые вы можете делать для себя в начале этого года. Здравствуйте, у меня магазин керамические плиты в Москве. На Новый год собираюсь в отпуск домой. Что мне делать? Продавца взять или просто закрыть? Конечно, возьми продавца. Дорогой мой, как это так? Магазин закрыт. Это что за вопрос? Бизнес же нельзя закрывать. Теперь никакой бизнес. Хочу... Что там? А если не поддерживает домашние, я домохозяйка, зачахла, 7 лет в древней, хочу двигаться, хочу фигуру как раньше, хочу продавать и быть лучше как раньше, а мои говорят, все сейчас тяжело и так далее. Айнур, делайте. Не позвольте другим управлять вашей жизнью. Не позвольте другим управлять вашей жизнью. Я повторяю, это ваша жизнь. Вы один раз его имеете право жить. Самое важное, что надо понимать вообще, мы имеем право каждую минуту своей жизни использовать всего лишь один раз. Никогда не позвольте другим определять качество вашей жизни. Это же ваша жизнь. Не позвольте другим. Никогда это не делайте. Когда приедете в Грозный, когда Аллах даст, пока не знаю, когда Аллах даст, приеду. Вот парень задает вопрос там. Я занимаюсь овощи, фрукты и так далее, точки держу. Стоит ли мне там, то есть он продавцом работает, скорее всего, говорю, открывать свою, боюсь. А чему бояться? Открывай и никогда не бойся. Если ты долгие лет или хотя бы определенное время этим занимаешься, имеешь опыт, ты знаешь ценовую политику, ты знаешь аудиторию, ты знаешь поставщиков, ты знаешь там, как качество продукта, сам поймешь этот продукт, немедленно открывай, занимайся. И не бойся вообще. Здравствуйте, народ. Что вы скажете по поводу маркетплейсов? Не поздно ли туда заходить, если да, каким навыкам обучаться? Нариман, в маркетплейсах обязательно, это никогда не поздно. Сейчас только начался эта индустрия. Так что идите, открывайте. Если хотите присоединиться к ним, присоединяйтесь. Это же наоборот хорошо. Вы можете любой продукт продавать, там, зарабатывать. Так что идите. Хочу к вам на обучение. Добро пожаловать. Зайдите на наш сайт, посмотрите наши программы и выберите себе те курсы, которые вам очень помогают и необходимы. Что делать, чтобы цели часто не менялись? Цели, чтобы часто не менялись, они должны быть для вас важными. Помните, мы сказали, что причина. Цели должны быть для вас важными. Когда он для вас важный, он часто не меняется. И вы знаете, какое вдохновение вы получите, когда достигаете цели? Это такое вдохновение, это такой настрой, это словами не передавать. Это просто супер вещь. Если 1 раз, 2 раз, 3 раз, 5 раз вы достигаете маленькими шагами своей цели, это крутая мотивация, это очень сильно вдохновляет. Потом вы даже сами не захотите что-то по-другому, потому что это очень сильно мотивирует. Поэтому никогда не бросайте свои цели. Как раскрутить свой мастерской? Дельшотиш, как раскрутить свой мастерской? А чтобы раскрутить, это займитесь маркетингом. Ребята, смотрите, людей мало, клиентов мало, продажа мало, но продукт хороший. Тогда проблема в маркетинге. Займитесь маркетингом.
чтобы поток людей создавать. Хорошо? Когда вы приедете в Ташкент, ну, думаю, что после Нового года теперь, дорогие мои. Если вы в Ташкенте живете, скоро, иншаллах, в Ташкенте 24, по-моему, числа будут открытия наши Rich Cosmetica магазине. Приходите туда. Вон там, где там, как называется, там такой городок же построили, там, где все, много разных городов там есть. Вон туда. Приходите, там есть магазин Rich Cosmetica, туда. Вот. Я часто вспоминаю, что мы, когда все умрем, ничего не возьмем с собой. У меня пропадает желание что-то делать. Ага. Вот доктор Джасур, да, или вот я, если пишет, что я часто вспоминаю, что когда мы умираем, ничего не унесем с собой. И тогда желание пропадает что-то делать. И, брат мой, иногда люди думают, что как будто если ты умер, это все то, что ты делаешь бесполезно. Ребята, дорогие мои, я хочу вам сказать одно интересный секрет. Мудрый человек уносит с собой много хорошего. Поэтому, пока вы живете в этом мире, надо успевать что-то унести с собой. А как вы уносите с собой? Вы оставите здесь материальное, а все духовное увозите с собой. Пока вы живы, зарабатывайте, на заработанные деньги делайте много добро. Помогите сиротам, помогите нуждающимся, помогите родителям, помогите мусафирам, приезжим, помогите, делайте большее количество добра. И тогда вы уносите с собой то, что вы сделали. Ваше добро уйдет с вами. Смерть слабо перед добрым человеком. Смерть слабо перед духовным человеком. Смерть не сможет забрать у вас. Так что вы настоящее богатство как раз то, что вы уносите с собой. Вот это настоящее богатство. Его никто не заберет у вас. Наоборот, это то, что останется с вами навсегда. Вы уносите с собой. Так что обязательно это делайте. Обнимаю вас. До новой встречи. Желаю вам успехов. Ставьте цели по те параметры, которые я говорил. Иншаллах, Бог даст, у вас все получится. До новой встречи. Всего доброго.